Мы продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин работает у микрофона. Я напомню, что на большей части Крымского полуострова нас слышно на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне нас тоже можно найти 105,9 FM на северной части Крымского полуострова. С любой точки земного шара наш сигнал доступен на сайте Крым Реалии. Заходите на наш сайт, там есть такая красная кнопка, нажав на которую вы тоже услышите наши голоса. Не только наши голоса можно услышать, но и увидеть нас на YouTube-канале Крым Реалии, где мы ведем прямую видеотрансляцию. Можете комментировать все происходящее в нашем эфире под этими трансляциями, но я напомню, что не все мы успеваем прочитать, и тем более не все успеваем зачитать, хотя, конечно же, хотелось бы больше слышать вашего мнения в наших эфирах, но вот чтобы гарантированно выразить свою точку зрения, чтобы вас гарантированно услышали в Крыму, вы можете к нам дозвониться. Мы работаем в режиме прямого эфира. Номер телефона для тех, кто слышит нас на Крымском полуострове, 8 800 10 06 926. А если вы слышите нас на материковой части Украины, можете дозвониться к нам по номеру 044 490 2905. Итак, о чем мы поговорим в ближайшие полчаса. Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и города Севастополь, национальных меньшинств и межнациональных отношений призвал отменить свободную экономическую зону Крым. Напомню, свободная экономическая зона Крым, закон о ее создании был принят в августе 2014 года. Вот об этом мы поговорим. Начнем мы разговор. С нами на связи Дмитрий Лубенец, народный депутат, глава Комитета Верховной Рады Украины по правам человека. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте поговорим о том, какова аргументация, почему вы считаете, что необходимо отменить вот эту свободную экономическую зону Крым. Ну, хочу сразу сказать, что наше решение, мы его проголосовали в виде рекомендаций для Кабинета министров. Действительно, на протяжении 2 дней, в которых мы работали на территории Херсонской области, общались с людьми, которые и до сих пор проживают на территории Крыма, и те, которые переехали, сталкиваются с тем, что из-за этого закона они оказываются в дискриминационном положении по отношению к другим гражданам Украины. О чем я говорю? Например, если крымчанин вывозит свое имущество или просто везет какие-то свои личные вещи, например, телевизор и холодильник один, то согласно этого закона он считается нерезидентом государства Украины, и согласно положению налогового кодекса статьи 370 налоговые органы обязаны ему выставить уплату налогового сбора за эти товары, которые являются 18% от оценочной стоимости. Таможенники говорят, что мы не обязаны проверять, это товар или не товар, у нас есть прямая норма закона. Может, этот человек везет продавать на OLX, поэтому мы обязаны это делать. Это первое. Второе. Например, когда крымчанин получает наследство на территории Украины, но опять же, он не является резидентом, обязан уплатить 18%. Для всех остальных граждан Украины этот сбор является 5%. И самое главное, нерезиденты Украины не имеют права открывать счета в украинских банках для занятия экономической деятельностью или просто свои банковские счета, так как являются нерезидентами Украины. Мы выступили за то, что действительно проанализировали, пообщались, и если они такие нормы действительно есть, то Кабинет министров должен проанализировать и выступить с законодательной инициативой, хотя у нас на заседании была министр оккупированных территорий Оксана Коляда, она с нами согласилась на 100%, что действительно нормы этого закона нужно отменять. Давайте теперь поговорим о том, как фактически сработал этот закон. Для этого я напомню, что закон о СС Крым был принят 12 августа 2014 года. Его авторами стали народные депутаты Сергей Терехин, Ксения Ляпина и Виталий Немилостивый. К сожалению, не получилось у нас получить их комментарии к этому эфиру, но мы можем посмотреть, как в 2014 году авторы законопроекта объясняли необходимость принятия этого закона о СС Крым. Я процитирую на языке оригинала. Итак, цели и задачи
законопроекта. З початку тимчасової окупації іноземним агресором адміністративних територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя виникли питання про спосіб евакуації громадян та бізнесу. Цей проект докладно роз'яснює такі питання. Обща характеристика і основні положення законопроекта. Цей проект закону спрямовано на збільшення капіталізації та збереження дохідності юридичних осіб, евакуйованих з тимчасово окупованої території, а також для підтримки рівня життя громадян, добровільно або примусово евакуйованих з тимчасово окупованной территории. Дмитрий, к вам вопрос. Как вы считаете, насколько были достигнуты заявленные авторами законопроекта цели? Абсолютно не достигнуты. На мой взгляд, опять же, они пишут, что целью принятия данного законопроекта это была защита граждан, которые переезжают с этой территории. Так вот, как только человек едет, показывает паспорт гражданина Украины, но крымская прописка, он обязан уплатить налоговое мыто, налог, таможенный налог на все имущество, которое он вывозит. То есть логика была принятия этого закона только одна. Те предприниматели, которые остаются, работают на территории Автономной Республики Крым, чтобы они, согласно украинского законодательства, не платили никакие налоги. Потому что фактически мы и так их не могли там собирать. Поэтому это, знаете, каким-то образом, может, думали, что, и все надеялись, что оккупация Крыма, она не будет такая долгая, и каким-то образом надо защитить людей, которые до этого занимались предпринимательской или другой экономической деятельностью, и после возврата фактически украинского контроля, чтобы к ним не были применены никакие экономические санкции. Потому что согласно свободной экономической зоны они освобождаются от уплаты любых налогов. Вот в этом была логика. А как раз те люди, которые переезжали, они от этого и пострадали. И страдают даже сейчас. Поэтому, с одной стороны, наверное, в 2014 году народные депутаты смотрели на эту историю по-своему. Мы посмотрели на протяжении 6 лет. Но все, кто хотел заниматься экономической деятельностью в Крыму, они давно перерегистрировались по российскому законодательству. Украинских документов у них в принципе нет. На отчеты в украинскую налоговую не сдают. Поэтому логика сейчас существования данного закона, если этот закон дискриминирует других граждан Украины, которые наоборот хотят выехать, мы абсолютно не видим. И еще такой уточняющий вопрос. По вашему мнению, насколько полноценно заработал этот закон с момента его принятия? Я просто перечитывал текст, и, например, там предусматривалось создание некой управляющей компании ВЭС Крым, да, и много других механизмов для того, чтобы оперировать этой свободной экономической зоной. Насколько вообще этот проект закона оказался жизнеспособным? Да в том-то и дело, что оказался не особо жизнеспособным. Хотели защитить определенную группу людей, а дальше он не начал работать, скажем так. Он не начал работать так, как его предполагали, его инициаторы. Опять же, мы столкнулись с тем, что, знаете, не всегда законы выписываются по одним нормам, а работают, к сожалению, по другим. И вот в свое время надо было через год посмотреть, работает закон или не работает, автоматически внести туда изменения. Хотя бы защитить людей, я уже так повторяюсь, которые хотят оттуда выехать и проживать на территории Украины. К сожалению, это сделано не было. Мы надеемся, что в самое ближайшее время мы сразу создали на нашем заседании рабочую группу. По словам министра Коляды, подобная рабочая группа по наработке изменений в закон была создана при министерстве. Мы от комитета делегировали нашего народного депутата Рустема Умерова. Посмотрим, насколько быстро. Опять же, мы сразу предупредили, если на уровне Кабмина, а я хочу напомнить, что инициаторами изменений в законодательство у нас может быть президент, Кабмин и народные депутаты. Так вот, если мы увидим, что Кабмин не особо быстро делает эту работу, то мы самостоятельно наработаем законопроект, зарегистрируем как комитетский, мы будем
делать все, чтобы он максимально быстро был принят Верховной Радой. Каковы шансы того, что Верховная Рада, вот если, да, все сложится так, как вы говорите, и вот будет избран такой вариант, да, через законопроект отменить эту свободную экономическую зону, насколько вероятно, что это все-таки произойдет? Потому что, например, в парламент 8-го созыва, и мы далее будем говорить об этом в нашем эфире, вносились предложения по упразднению свободной экономической зоны Крым, но вот она до сих пор существует, несмотря на то, что действительно и профильные министерства, и правозащитные организации неоднократно выступали с критикой этого закона, существования этой свободной экономической зоны Крым. Итак, какова вероятность, что украинский парламент этого созыва проголосует за отмену СЭС Крым? Я скажу, что вероятность достаточно высока. Мы же понимаем, что 9-й созыв Верховной Рады отличается от всех предыдущих тем, что есть монокоалиция. 252 народных депутата, юридически 250, которые входят в одну фракцию. Так вот, в нашем комитете тоже большинство представителей фракции «Слуги народа», и они тоже выступают за отмену этого закона. Также я хочу сказать, что на протяжении месяца у нас 3 больших мероприятия, связанных с ситуацией на территории Автономной Республики Крым. Это было выездное наше заседание. Следующее, 26 февраля в Киеве пройдет большой форум при участии президента, где мы будем обсуждать в том числе и действия этого закона, и вообще ситуацию глобально, что происходит с Крымом и как дальше мы будем налаживать взаимоотношения, как мы будем делать все, чтобы вернуть фактический контроль над нашей территорией. И 18 марта будут парламентские слушания. Вот как раз по результатам парламентских слушаний мы и выйдем на резолюцию, которая обязана будет быть реализована в виде изменений законов. Я уверен, что на парламентских слушаниях мы точно проголосуем, примем рекомендацию об изменении этого закона, поэтому дальше будем максимально быстро двигаться в этом направлении. Могу сказать, что все, что зависит от нашего комитета и от меня лично, как от главы данного комитета, мы все сделаем максимально быстро. Благодарю вас за комментарии. Напомню, что с нами на связи был Дмитрий Лубенец, народный депутат, глава Комитета Верховной Рады Украины по правам человека. Напомню, что говорим мы об инициативе отмены свободной экономической зоны Крым. Напомню, что закон соответствующий был принят Верховной Радой Украины в августе 2014 года. С тех пор много было негативных оценок работы этого закона, но до сих пор он действует, и до сих пор это свободная экономическая зона Крым существует, да, как бы она не была реализована. И далее мы продолжим разговор с Рифатом Чубаровым, народным депутатом Украины Верховной Рады 8-го созыва и главы Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте начнем с того, какая позиция Меджлиса крымско-татарского народа относительно вот этого закона о свободной экономической зоне Крым. Но она не меняется с того времени, как мы пытались предпринять все усилия для того, чтобы его полностью отменить части дискриминационных моментов в отношении граждан Украины и убрать те нормы, которые позволяют украинским предприятиям, формально подчеркну, украинским предприятиям работать в оккупированном Крыму. Должен признаться, что эти наши усилия не завершились успехом. Уж очень было сильно сопротивление тех, кто имеет бизнес в Крыму. Вы знаете, что в качестве народного депутата Украины я инициировал создание рабочей группы. Она была создана и всего смогла разобраться 2 раза, и был очень неприкрытый такой бойкот со стороны тех моих коллег или их представителей, которые работали в кабинете министра Украины на то время. То есть я правильно понимаю, что политическая воля к тому, чтобы отменить этот СЭС Крым, она была, но не было инструментов достаточных для этого? Конечно, здесь определяющим является позиция государства. Она должна быть очень четкой, что никаких экономических связей ни в какой форме
со стороны украинских предприятий, украинского бизнеса со временем оккупированным Крымом. Пока эта позиция не будет жестко внедряться, включая в том числе и деятельность правоохранительных органов, бизнес всегда будет искать какие-то уловки. Сейчас уже видна конфигурация Верховной Рады Украины 9-го созыва, видно, да, расстановка и баланс сил, которые в ней присутствуют. По вашему мнению, существование объединения, да, фракции, да, которые называют монокоалицией в Верховной Раде Украины, может ли оно повысить шансы на то, что в итоге свободная экономическая зона Крым будет упразднена? Конечно, наличие монофракции делает возможным принятие любого решения, как и абсолютно абсурдного, так и максимально позитивного для государства. Я хотел бы, чтобы возможности такой монофракции использовались для принятия позитивных решений, и в том числе и для отмены закона о свободной экономической зоне Крым. Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Рифат Чубаров, народный депутат Украины 8-го созыва и глава Меджлиса крымско-татарского народа. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что говорим мы сегодня об инициативе отменить свободную экономическую зону Крым. Да, появилась она теперь уже и в Верховной Раде 9-го созыва, но напомню, что эта экономическая зона, закон о ее создании был принят еще в августе 2014 года. И несмотря на то, что много критики было в сторону этого закона, как и со стороны профильных ведомств, министерств, правозащитных организаций и народных депутатов, и несмотря на то, что инициативы такие вносились в Верховную Раду Украины 8-го созыва, свободная экономическая зона Крым продолжает существовать в украинском законодательном поле. И вот о причинах этого мы как раз поговорили с Рифатом Чубаровым. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, к нам можно дозвониться по этому номеру телефона. По нему же к нам можно дозвониться, как показывает практика, и из соседней России. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Я напомню, что также можно комментировать наш эфир под нашей трансляцией на канале YouTube, но единственное, что может не хватить времени для того, чтобы прочитать все ваши комментарии, а тем более их озвучить, и таким гарантированным способом того, что вы примете участие в нашем эфире и вас услышат гарантированно в Крыму, это, конечно же, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Мы продолжим через несколько секунд. В эфире радио Крым Реалии. 105,9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы сегодня о свободной экономической зоне Крым. Напомню, что появилась инициатива уже в Верховной Раде 9-го созыва. Появилась она в Комитете Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Там призвали отменить свободную экономическую зону Крым. И вот Дмитрий Лубенец, глава комитета, он был уже в нашем эфире, да, и он уже изложил свою аргументацию, почему эту свободную экономическую зону Крым необходимо отменить. Поговорили мы и о том, почему при наличии множества критики со стороны профильных ведомств, министерств, правозащитных организаций этот закон продолжает действие, и почему, несмотря на то, что в Верховную Раду 8-го созыва вносили такие инициативы об отмене этой свободной экономической зоны, в итоге они не были реализованы, и свободная экономическая зона Крым продолжает действовать в украинском законодательстве. Далее мы поговорим о том, как эта свободная экономическая зона реально отразилась на жизни крымчан, как на Крымском полуострове, так и на материковой части Украины, с Анной Росомахиной, экспертом Хельсинского союза по правам человека. Анна, доброе утро.
Доброе утро. Итак, давайте поговорим. Я уже говорил о той аргументации, с которой подавался законопроект в 2014 году авторами этого законопроекта, рядом народных депутатов. Вот они говорили о том, что свободная экономическая зона Крым должна облегчить эвакуацию граждан и бизнеса с Крымского полуострова, временно оккупированного. И также этот закон был направлен по объяснениям авторов на момент 2014 года на увеличение капитализации и сохранение доходности юридических лиц, которые эвакуированы со временно оккупированной территории, а также для поддержания уровня жизни граждан, которые добровольно или принудительно были эвакуированы с временно оккупированных территорий. По вашим наблюдениям практическим, как этот закон изменил жизнь крымчан? Да, тезисы об эвакуации, они отображены в пояснительной записке к законопроекту, и это провозглашалось депутатами, но на самом деле именно к эвакуации, к перемещению физических и юридических лиц этот закон большого отношения не имеет. Закон устанавливает огромное количество норм, которые должны были бы регулировать экономическую деятельность юридических лиц в Крыму, хозяйственную деятельность, да, тех, кто остался в Крыму на оккупированной территории, но продолжает работать в украинском правовом поле по украинскому законодательству в идеале. На самом деле, как мы знаем, такой работы никто не ведет. То есть либо крымские юридические лица изменили свой адрес, да, перерегистрировались на подконтрольную территорию и продолжают свою экономическую деятельность уже на материке, или же они остались в Крыму, и они вне украинского правового поля, они опять-таки работают в российском правовом поле, да, перерегистрировались там по российскому законодательству. И все это огромное количество норм, например, в законе о свободной экономической зоне Крым, например, норма о безналичных расчетах, которые ведутся с крымскими предприятиями, да, или еще огромное количество похожих, они не работают, они мертвые, да, потому что не работают. Из негативных следствий этого закона стоит, конечно же, отметить положение о нерезидентстве физических и юридических лиц, которые проживают в Крыму или зарегистрированы в Крыму. Потом эта норма о нерезидентстве была также отображена в постановлении НБУ номер 699 в ноябре 2014 года. И вот с тех пор это колоссальная системная проблема и тянется до сих пор. То есть крымчане являются нерезидентами, кроме тех, которые получили статус внутренне перемещенного лица. Ну и там тоже есть свои нюансы с этим статусом. Вот. Ну а в целом не та цель, которую провозглашали инициаторы законопроекта, эвакуация людей из Крыма, не цель, которую, собственно, и служит, которую можно увидеть в тексте закона, да, это урегулирование экономических отношений с Крымом. Все эти цели не достигнуты, они остались на бумаге. Вот Украинский Хельсинский союз по правам человека и ряд других правозащитных организаций неоднократно говорили о дискриминационных нормах и самого этого закона и связанных с ним других нормативных актов. И в судах тоже шла война за права крымчан, да, за право не быть дискриминированными, так или иначе. Вот по вашей практике, по вашим ощущениям, понятно ли, кто до этого момента тормозил отмену свободной экономической зоны Крым? Кто заинтересован в ее существовании, пусть и в таком полумертвом виде? Ну, я не могу точно сказать на этот вопрос, но я не думаю, что есть какая-то конкретная сила, конкретный человек, да, депутат или группа депутатов, или в каких-то других ведомствах, человек, который прямо именно заинтересован в этом законе. Думаю, просто дело в том, что для того, чтобы этот закон отменить, нужно собраться, внести законопроект, да, чтобы он прошел комитеты, чтобы потом проголосовали в сессионном зале этот закон. Ну, просто обычная энтропия, да, нашего парламента, в которой, собственно, и вязнет вот эта проблема уже долгие годы, как и многие другие проблемы, да, которые можно было бы решить принятием закона, но они не решаются. Вот. Так что, думаю, просто дело в том, что очень много всего, и до свободной экономической зоны Крым просто руки не доходят. Крым уходит из повестки, вот, и сложно найти людей, которые прямо вот будут
впрягутся в эту тему, да, извините за такое выражение, Но которые будут ее лоббировать. Тем не менее, да, такие люди были сегодня и в нашем эфире. Например, Дмитрий Лубенец, который сейчас глава Комитета Верховной Рады по правам человека, и он говорит о том, что есть такая инициатива, и даже озвучил, да, какими путями можно пойти для того, чтобы внести в Верховную Раду все-таки этот закон об упразднении свободной экономической зоны Крыма, и говорил о том, что сейчас есть монобольшинство в Верховной Раде Украины, благодаря чему удастся все-таки эту свободную экономическую зону упразднить. Ваши ожидания, насколько вероятно того, что так и произойдет? Ну, я не могу делать прогнозы, все очень непредсказуемо. Если получится, это будет превосходно, это будет отличнейшая новость. Вот. То есть разом уберется и дискриминационный статус нерезидента, и огромное количество мертвых норм, которые не работают. Я напомню, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напомню, что беседуем мы с Анной Росомахиной, экспертом Украинского и Хельсинского союза по правам человека. У нас есть звонок от нашего радиослушателя, я правильно понимаю? Да? Давайте подождем. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можно к нам дозвониться в прямой эфир, если вы слышите нас на территории Крымского полуострова. Я еще раз этот номер повторю. 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Только предупредите об этом нашего редактора, который отвечает на звонки. Напомню, что дозвониться к нам можно и с материковой части Украины 044 490 2905. Мы продолжаем эфир. У нас есть звонок от слушателя. Доброе утро, вы в эфире. Алло, говорите. Да, слушайте, я могу вам как бы пожаловаться, что ли, или как? Ну, у давайте. меня не получается, у меня, понимаете, мне уже 3 года пенсию не дают. Не дают. Мне 63 года, можно сказать, а мне не дают пенсию. А это где, в Крыму? Там не хватает этого, Да, я вот в Крыму. Сейчас я поломанный лежу. У меня до этого рука сломанная, неправильно сошлась. И сейчас у меня нога и рука, и я лежу. Я уже 5-й месяц вот встаю вот так. Ну, по комнате еле-еле ползаю. А денег у меня нету. Мне даже хлеба купить. Как мне, вот как быть, я не знаю. И никто на это не обращает. Мне вот люди, которые меня знают, да, принесут мне там борща или чего-то в баночке. Я вот это ем. Я вас понял. Я вас вот о чем попрошу. На сайте Крым Реалии у вас есть доступ к интернету? Нет у меня ничего. Мне 63 года, я не могу. Хорошо, вы, пожалуйста, оставьте свой... Да, я вас понял. Оставьте, пожалуйста, свой контакт нашему редактору. Мы с вами свяжемся после эфира и узнаем подробности вашей ситуации. Я напомню, что с нами на связи Анна Росомахина, эксперт Украинского и Хельсинского союза по правам человека. Анна, понятно, что этот звонок был не по теме нашего разговора, но, может быть, что-то можно сказать нашему радиослушателю в этой ситуации. Может быть, к вам он тоже может обратиться. Ну, тут речь идет о властях Крыма и о законодательстве Российской Федерации, да, которые они применяют. И тут, к сожалению, я не являюсь ни экспертом, ни специалистом в этом вопросе. Я не занимаюсь российским законодательством. Да, благодарю вас. Я напомню, что с нами на связи была Анна Росомахина, эксперт Хельсинского союза по правам человека. Еще раз напомню, что вот по той ситуации, которую нам слушатель озвучил, ну, видимо, больше некому обратиться. Мы обязательно свяжемся с ним после эфира, узнаем подробности его ситуации. Если в наших силах помочь, конечно же, поможем. Это радио Крым Реалии, 8 800 10 06 926. К нам можно дозвониться в прямой эфир, рассказать о своих проблемах. Даже вот видите, если они не совсем касаются темы нашего разговора. Напомню, что мы говорили о упразднении свободной экономической зоны Крым. Такая инициатива сегодня появилась в Верховной Раде Украины уже 9-го созыва. Напомню, что связаться с нашей редакцией можно и вне прямого эфира. Все контакты есть на сайте Крым Реалии. Заходите, пишите, звоните нам. Мы продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. С вами радио Крым Реалии. Катя Некречи вернулась в студию. Сергей Макрушин здесь продолжает оставаться, несмотря ни на что. Меня здесь заперли на самом деле. Да, на час в день буквально такое происходит. Закрываем кого-то из ведущих в студии. Напомню, номер телефона студии 8 810 06 926. Вы можете позвонить к нам в эфир и поделиться своим мнением, комментарием или каким-то вот обращением. Да, мы слышали, это было в эфире. Ну и дальше мы обсудим такую, как это сказать, тему, да, узкопрофильную, не знаю, но во всяком случае она точно касается людей, у которых дети, подростки, не знаю, или около того, да, и вообще у которых есть дети, которые ходят в крымскую школу, например. Дело в том, что, я думаю, что знаете, вот как раз родители в первую очередь, а мы с вами знаем и СМИ, что на полуострове после аннексии Крыма активно работают многочисленные такие казачьи отряды и так называемая юнармия, которые занимаются патриотическим образованием детей. Ну вот юнармия — это такое всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в январе и зарегистрировано 29 июля 2016 года. Юнармейское движение было создано по инициативе Минобороны России и поддержано президентом России Владимиром Путиным. Оно призвано объединить все организации и органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ России должен дать возможность членам новоиспеченного движения обучаться на базе своих объектов. В Крыму и Севастополе чаще всего активисты юнармии появляются на военно-патриотических мероприятиях. Вот 15 февраля юнармейцы отрядов Симферополя приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Что там было? Ну, юнармейцы возложили цветы к памятнику воинов-интернационалистов. После посетили площадь Ленина, где была устроена выставка современного вооружения и техники вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня принимает участие в этом мероприятии много молодежи. Насколько важно приобщать подрастающее поколение к таким мероприятиям? Основной из целей и задачи нашей организации – это патриотическое воспитание молодого подрастающего поколения. И очень здорово, что молодежь слушает нас, слышит нас и принимает не только непосредственное участие в наших мероприятиях, но и в повседневной жизни. Мы часто с ними общаемся, проводим уроки мужества, военно-спортивные игры, занятия и так далее. То есть с молодежью мы работаем очень плотно. Это был комментарий Сергея Тарасова, главы правления общественной организации ОКСВА, воинов-интернационалистов. Это был фрагмент эфира телеканала Крым-24. В Севастополе 16 февраля провели показательное сражение, реконструкцию боя «Война в Афганистане» к 31-й годовщине, опять же, вывода советских войск из Афганистана. И вот, собственно, как сообщили организаторы, да, и что там было, в реконструкции задействовали более 10 единиц боевой техники, 50 человек личного состава Черноморского флота. После показательного выступления зрителей пригласили на выставку вооружения. И вот послушаем комментарии юнармейца и фрагмент сюжета телеканала «Крым-24». Людям, которые участвовали в этих событиях, благодаря СМИ мы узнаем, что было раньше и какие беды происходили в прошлом. Молодежь охотно принимает участие и не скрывает своего восхищения русским оружием, которое по праву считается лучшим в мире. Чтобы ты умел как с левой руки прицеливаться, так и перекладывать с правой руки. Но непонятно, обо всех ли аспектах судьбы воинов афганцев, например, этим детям рассказывают. Да? Военно-тактическое... 16 февраля Минобороны России... Давай еще до этого мы не успели. Вот смотри, детям повсеместно момент, да, предлагалось, что интересно, да, что на самом деле действительно, как Сережа говорит о том, что происходит с афганцами, как сложилась их судьба, что было вообще в Афганистане, рассказывают ли это действительно объективно, это вопрос такой, риторический во многом, но также вот детям предлагалось пострелять из автомата Калашникова. И интересно, сами родители на этом мероприятии каким образом вот оценивали положительно эти стрельбы или нет, можем послушать. Суперская, но было страшно. Страшно. Трусишки, да. Когда стреляют, страшно, да, дочь? Очень. Нам понравилось выступление. А тебе что понравилось? По факту то, что реалистично все показано.
Качественно. Девочкам не страшно было? Нет, вообще не боялись. Очень Было сильно круто, понравилось, очень сильно. реконструкция очень крутая. Дымовая шашка еще так все затмило, так хорошо было. Палец положишь на спуск в момент выстрела, понял? Держи. Все понравилось, были какие-то, может быть, недочеты, но это внутренние, никто об этом не знает. Зрители были в восторге, я стояла, где зрители. Для чего это нужно? Для чего это нужно? Чтобы они вот в нашем 2020 году знали, что наши солдаты, они герои, что люди герои. У них же нет патриотического воспитания. В школе, конечно, что-то преподают, но, мне кажется, им не хватает. И побольше таких нужно мероприятий, поэтому у меня здесь участвует муж во всех реконструкторских мероприятиях. Великая Отечественная война, Афганская война, Холодная война. То есть везде он участвует. И ребенка пытаемся воспитывать так. 16 февраля Министерство обороны России сообщило, что в Севастополе более 100 участников российского военно-патриотического движения «Юнармия» приняли участие в военно-тактической игре «Щит и меч». Что это такое? Военно-тактическая игра «Щит и меч» была проведена на территории строящегося филиала парка «Патриот» Минобороны России на месте 30-й береговой батареи. В ходе игры юнармейцы обустроили полевой лагерь, выполнили стрельбы из пневматической винтовки и попробовали свои силы в метании гранаты на дальность и точность. После игры для школьников в Доме офицеров Черноморского флота России организовали концерт, который назывался «Святое дело Родине служить». И там участвовали детские творческие коллективы, отдельные исполнители. В общем, все вот так, как мы вам писали, примерно, да, это все показано на крымском телевидении в том числе. Это, в общем, такие развлечения, если это можно так сказать, ну, судя по некоторым вот, как это сказать, словам с места событий, да, словам тех, кто участвовал в этом, для них это развлечение. Дети, стреляющие из автомата Калашникова, это какие-то эмоции, в том числе, вот мы слышали, да, восторга. В общем, все это как-то не просто воспринимается, не кем-то просто, да, а вот мы задумались, в общем-то, что с этим так или не так. Вот о том, как это воспринимается прежде всего детьми, мы поговорим далее. С нами на связи Валентина Потапова, глава Украинского центра гражданского просвещения «Альменда». Валентина, доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте поговорим о том, что вообще происходит в Крыму, что это заявление такое, вот юнармия, когда детей учат стрелять, ну, я не знаю, можно ли сказать о том, что учат воевать, но вот стрелять учат совершенно точно, мы это слышали. Ну, давайте попробуем. Вы здесь назвали в своей программе, когда была Юнармия создана. И Юнармия – это часть той программы, которая была заведена в Крым в 2014 году, потому что в 2014 году были приняты основные нормативные документы, которые касались формирования российской идентичности у молодежи Крыма. Потому что нужно было за очень короткий срок на оккупированной части Украины переломить у детей вот эту их гражданскую идентичность с Украиной и сформировать российскую идентичность. Ну, чего тут ходить далеко, всем хорошо известно, что идентичность, национальность чаще всего формируется через какие-то военные игры и через того, что нужно сформировать образ врага. Так вот, юнармия – это как раз-таки та форма, с помощью которой уничтожают украинскую идентичность на оккупированном полуострове и создают российскую идентичность. И в данном случае, когда мы говорим о тех явлениях, которые в Крыму, нужно понимать, а кто будет врагом вот в этих всех спортивных играх, в этих всех щит и меч и так далее, и так далее. И крымская правозащитная группа делала мониторинг по языку вражды, и там было названо, что в Крыму формируются два врага. Это крымские татары и украинцы. И при этом в каких-то позициях украинцы на первом месте, в каких-то позициях крымские татары на первом месте. Ну, то есть врагом вот во всех этих играх являются вот эти два народа. Поэтому, когда дети стреляют, они точно знают, кто будет на той стороне. И это страшно, потому что мы имеем в виду, мы имеем дело с частью украинских территорий. Мы имеем дело с нашими детьми, с теми детьми, которые граждане Украины. Мы продолжим разговор. Давайте примем звонок от нашего слушателя. Доброе утро, вы в эфире говорите.
Доброго ранку. Мені теж прийшлось, відправили нас в 80-му году, я був командир взвода розвідки, відправили теж воювати, захищати, говориться, соціалістичний строй в Афганістані. Багато людей положили за 2,5 роки, там, як я був. Потім я відказався воювати, говориться, вбивати людей, через сучасть, говориться, вигнали з армії, так, чуть тюрму не посадили. Я вам що скажу, зараз Росія, це що Совєтський Союз, що Росія, вони учать дітей. Для чого? Вони ненавидять Україну. Вони, як Путін говорить, баби дітей народжають хлопців і все проче. Це не та структура. Вони рождаються вже, говориться, людей вбивати, рождаються такі. Що? І зараз всі українські діти, які тут, вони готові проти нас, проти українців. У них в мозгах заложена война, война, война. Я бы вас хотел спросить, во-первых, спасибо, что вы нам дозвонились, и вы сказали о том, что вы служили в Афганистане. Вот скажите, вот как участник тех событий, о чем бы вы рассказали детям о той войне? Прежде всего, у нас мало времени, буквально несколько предложений, прошу вас. Алло. Так, вопрос Нет, у меня к Валентине сожалению. Потаповой, да, остается у нас 3 минуты эфира. Валентина, вот вы сказали свое слово, вот слушатель из Крыма дозвонился, также поделился своим опытом. Что с этим совсем делать? Потому что за 6 лет после аннексии, ну, если так возьмем 5 лет активно, когда Россия вот действует в этом патриотическом воспитании, это просто жизни детей вот поменялись. Это как раз вот дети, которые выпускаются, например, из школы, они уже так сформированы, и если это все накопилось в них, то это, конечно, повлияло на их восприятие Украины, в том числе, о чем говорит наш слушатель. Что делать родителям? Можно ли как-то обойти вот это все, да? Пусть даже родители, там, патриоты России, рады были аннексии и прочее, прочее. Надо ли детей вообще отдавать на такие мероприятия? Или как-то нужно их уберегать? Смотрите, очень хороший вопрос. Если у нас есть возможность, чтобы родители слышали, то дело керченского стрелка, оно как раз-таки показывает, что происходит с психикой этих детей, и то, что любой ребенок может в конечном итоге слететь с катушек, взять автомат и начинать в реалии уже обстреливать своих друзей, своих одноклассников, однокурсников. Слава богу, Юнармия и такая организация, как Крым Патриот, и мне кажется, что вам нужно еще и поговорить об этой организации, они добровольные. И родители имеют право не отдать своих детей в эти организации. Мне кажется, что родителям нужно занимать более принципиальную позицию, когда им будут предлагать, чтобы их дети вступили в эти организации. К сожалению, эти организации не являются добровольными для детей, которые находятся в домах-интернатах, которые сироты, которые лишены родительской опеки. Вот там я не знаю, что делать, и здесь, наверное, только вмешательство международных организаций и то, чтобы этот вопрос поднимался на всевозможных международных площадках. Валентина, оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Во-первых, да, у нас есть несколько звонков. Давайте примем звонок от слушателя, вот с которым мы не завершили беседу в прошлый раз. Доброе утро, вы в эфире. Давайте продолжим с вами разговор. Я спрашивал, да, вы как человек, который прошел Афганистан, если я правильно понял, вот о чем бы вы сказали детям о той войне, да, вот в нескольких предложениях, если бы вам предложили рассказать об этом, о чем бы вы рассказали прежде всего? В першу очередь я би сказав тим дітям, я перейду на мову, яку вони всі слухають, то, во-первых, я бы сказал, что этим детям не лезьте куда не нужно. Москва это есть государство, которое направляет только убивать. Она не защищает никого, ничто, ничего. Вот этих детей обучают, хвалят, ой, такие хорошие, вот такие, то, вы давайте, стреляйте, это бендеровцы, это то, татары и все прочее. Все, они учат против Украины все, потому что они, это как Украина, им как портфель без ручки, они, как считается, ни в коем случае. Вот они детей заставляют. Я вот наблюдал, тоже беседовал вот с этими юными армейцами. Вы что, ой, так хорошо, ой, так то специально готовят, потому что нету взрослых людей, которые чтобы воевали. Все, нету. Наркоманы, алкоголики, пьяницы. А вот эту молодежь они готовят специально, чтобы уничтожать все. Они только, пускай своих детей отправят, вот руководителей.
туда все прочее. Они не отправляют, молодежь готовит. Спасибо за ваш звонок. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, можете дозвониться в наш прямой эфир. У нас есть еще один звонок. Доброе утро, вы в эфире. Говорите. Доброе утро. Алло. Да-да, говорите. Да я бы назвал это мероприятие зомбирование, и готовится пушечное мясо, понимаете? Чтобы команду дали, фас, и человек, не думая ни о чем, стрелять, да стрелять, а куда стрелять, и готовят врагов, чтобы были враги. Вот это мое мнение такое. Благодарю вас за ваше мнение. Скажите, пожалуйста, откуда вы нам звоните? Можете назвать хотя бы район? Крыма звоню. Угу. Все, спасибо большое. 8 800 10 06 926. Звонки в прямой эфир. Напомню, что с нами на связи Валентина Потапова, глава Украинского центра гражданского просвещения Альменды. Я еще зачитаю, Валентина, перед тем, как дать вам слово, комментарии. Вы видите, мы продлили эфир немного, да, потому что реакция есть. Вот комментарий из Ютуба от Ленок из Алушты. Она пишет: в Европе движение скаутов, там учат детвору выживанию в условиях дикой природы, знакомят с окружающим миром и так далее. А в России детей в юнармии учат ненавидеть, стрелять и убивать. А вот такие комментарии, звонки из Крыма. Валентин, ну видите, что какая-то осознанность участия населения есть, да, в том числе. Но какими в результате, по вашему мнению, могут быть последствия вот этих вот всех мероприятий для детей, подростков, военных мероприятий, да, по сути? Что может быть вот еще через лет 5, когда вот уже те люди, которые сейчас дети, да, они станут, например, подростками, и совсем прям за 10 лет, например, аннексии прям очень сильно в себя это впитают. То есть что может получиться в результате? Может ли это привести к какой-то вот такой ненависти действительно к Украине, о чем говорили наши слушатели? Однозначно. Если сегодня мы не будем на всех площадках поднимать вопрос милитаризации в Крыму, если мы не будем добиваться определенных санкций и реакций по отношению к России, то, что она делает в Крыму с крымскими детьми, то через 5 лет мы будем иметь дело с таким Гитлер-Юнгером, потому что действительно это очень сильно похоже на то, что было в 20 веке создано в нацистской Германии. И я хочу обратить внимание на то, что была такая очень хорошая песня, она достаточно популярная в Российской Федерации, называется «Дядя Вова». Так вот, в этой песне слова «И если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой». И здесь мы говорим даже не о защите Родины, хотя, формы защиты Родины и формирования патриотизма могут быть разные. Здесь мы говорим о формировании культа вождя, понимаете? Если главный командир позовет в последний бой. Эту песню поют дети. И этих детей через такие песни готовят умирать уже за человека. У нас был Сталин, у нас был Гитлер, да, у нас достаточно много было вождей в истории для того, чтобы понимать опасность подобных песен и подобного вообще воспитания. Да, Валентина, такой вопрос. До 2014 года в Крыму же тоже было некое патриотическое воспитание. Вот я вырос в Керчи, например, да, и я помню, что в школе мы играли в зорницу. Вот немного, да, но успели поиграть. Ну и разные другие были мероприятия такого тоже похожего толка. Правда, вот стрелять нас не учили в школе. Можно ли как-то сравнить вот то патриотическое воспитание, которое до 2014 года было в Крыму, с тем, что происходит сейчас? Однозначно. Я попробую назвать вам разницу, и уже в ваших комментариях вы эту разницу назвали. Такие движения, как скауты, такие движения, как зорница, такие же движения, как пласт, это те движения, которые учат выживать в условиях экстремальных, в экстремальных условиях. Да? Выживать, но не нападать, но не убивать, но не завоевывать. Второе отличие, то, что движение юнармии «Крым Патриот» – это то, что финансируется из Министерства обороны Российской Федерации. То есть ответственность за все, что происходит, берет на себя государство. Более того, государство туда вливает достаточно большие средства для того, чтобы развивать это
движение, и для того, чтобы формировать у этих детей желание служить в армии. И не просто желание служить в армии, а вот тот, кто был нас афганец, да, сейчас на связи, а служить в армии в тех районах, где горячие точки. В Сирии, например, на Донбассе, например. И вы спрашиваете, что может оказаться через 5 лет. Если не прекратится конфликт на Донбассе, то через 5 лет крымские дети будут с той стороны убивать украинских военных. Поэтому мы должны в таких программах, как у вас, обращать на это внимание, говорить об этом и показывать разницу Путин-Юнгера и те военно-спортивные движения, которые есть во всем мире, где совершенно другие цели. Там нет врага, там никого не нужно убивать. Там нужно выжить, научиться выживать в экстремальных условиях. Валентина, ну уже определенное количество лет в Крыму это все происходит, да, с 2014 года, и вот сейчас мы видим, что все больше активизируется этот процесс так называемого патриотического воспитания. А вот... давайте вот представим себе такую ситуацию, что Украина восстановит контроль над своими границами. А что делать с теми детьми, которые это патриотическое воспитание получали несколько лет подряд? Это очень хороший вопрос. Как раз-таки наша организация обеспокоена этим вопросом. Вот мы сейчас начинаем проводить исследования проблемы интеграции крымской молодежи в образовательное пространство. И в ходе этого исследования, это будет достаточно большой опрос тех детей, которые поступают в украинские вузы, для того, чтобы посмотреть, насколько вот эта милитаризация затронула какие-то ценностные установки, затронула какие-то внутренние установки у этих детей, для того, чтобы предложить государству Украины и, может быть, международным организациям какое-то противоядие, да, какие-то вещи, с которыми мы можем уже работать сегодня. Ну, вот нас этот вопрос, который вы задали, тоже очень беспокоит, что делать. Да, что делать теперь? Можно ли как-то повлиять на это с материковой части Украины, вот официально Киев может ли что-то сделать здесь или нет? Есть ли у вас какая-то рекомендация? Я уже говорила о том, что это должен подниматься вопрос на всех международных площадках. Официальный Киев должен эту проблему взять в топ проблемы, добавив ко всем тем вопросам, которые поднимаются сейчас. Спасибо вам огромное за то, что включились к нам и отреагировали на звонки слушателей в том числе. 8 810 06 926, напомню, телефон нашей студии. И с нами на связи была Валентина Потапова, глава Украинского центра гражданского просвещения Альменда. Вы можете, если вы родители, да, вот я думаю, что обратиться в Альменду и как-то проконсультироваться, получить больше информации, и как вообще избежать вот этих вот необязательных как бы мероприятий. Просто иногда бывает какая-то информация, что что-то не обязательно, оно в школах, по сути, является обязательным. Очень неловко себя почувствовать белой вороной, отказавшись от каких-то мероприятий, да, в общем-то, я думаю, что там вы поддержку сможете получить, и можете всегда анонимно поделиться с нами, если вот такая вот проблема, что вы не хотите в чем-то принимать участие, отправлять туда своих детей, но вас косвенно заставляют это делать. Вот наш слушатель Ленок Алушта под ником таким на YouTube пишет, что юнармейцам даже преференции при поступлении в вузы. Это вообще за гранью, не ум и знания оценивают, а участие в юнармии. Вот такой комментарий. Я напомню, что все это время вы могли дозвониться к нам в прямой эфир, но если вы слушаете этот эфир в записи, не расстраивайтесь. Связаться с нами можно во всех социальных сетях. Также контакты редакции есть на сайте Крым Реалии. Пишите, звоните нам, предлагайте свои темы для программ. Берегите себя, своих близких и родных, и оставайтесь с радио Крым Реалии на 648 АМ. Это средние волны. Оставайтесь с нами 24 часа в сутки, потому что мы работаем для вас, потому что крымчане имеют право знать.